Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сегодня в стране отмечают День создания Министерства обороны и Генерального штаба Абхазии. По поручению президента Аслана Бжани отремонтирована дорога, ведущая к Чернореченскому форелевому хозяйству. Через 30 лет после войны ветеран Отар Богатыля встретился с хирургом, который спас ему жизнь. «11 октября 1992 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. В День вооруженных сил Абхазии состоялась церемония возложения цветов в парке Славы в Сухуми. Затем в Министерстве обороны прошло торжественное заседание. С поздравительными речами выступили министр Владимир Ануа, глава администрации президента Абисалом Кварча и вице-спикер парламента Фазлабей Авицба. Репортаж Рады Чачава. 32 года назад, 11 октября 1992 года, в самые сложные и тягостные дни в истории страны, председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Республики. Так началась современная история одного из важнейших ведомств, которое ежедневно и еженочно стоит на страже безопасности страны. Торжественные мероприятия в честь праздничной даты начались с церемонии возложения цветов в парке Славы к мемориалу погибшим воинам. Министр обороны Владимир Ануа, высшее военное руководство, офицеры и военнослужащие почтили память павших защитников Родины, а также бывших министров обороны Абхазии Султана Сосналиева, Владимира Аршба и Владимира Миканба. Здесь же директор Государственного музея боевой славы имени Ардзинба Мзия Бея вручила министру обороны благодарственное письмо за содействие в организации Бессмертного полка и поздравительную ноту. После состоялась церемония возложения венков к могиле первого президента Абхазии, лидера нации и главнокомандующего Владислава Ардзинба. Торжественные мероприятия продолжились в Министерстве обороны Республики. Министр обороны Владимир Ануа, поздравив всех собравшихся со знаменательной датой, отметил, что абхазская армия создавалась в крайне непростых условиях, формируясь в ходе кровопролитной войны за свободу и независимость Абхазии. Становление абхазской армии берет истоки сформирования отдельного полка внутренних войск, еще полностью не закончив его формирование, как 14 августа 1992 года войска Горсовета Грузии переломно вторглась на территорию Республики Абхазия. Можно привести множество примеров наших достижений за прошедший период. Можно много говорить о том, какие новые горизонты и возможности открылись перед нами благодаря независимости. Но есть одно значение, которого ничем не измерить и трудно переоценить. Это память о тех, кто сложил головы на полях сражения, кто отдал самое дорогое свою жизнь во имя победы. Владимир Ануа подчеркнул, что абхазская армия прошла сложный путь становления и на сегодняшний день успешно выполняет боевые задачи по охране мира, демонстрируя высокий профессионализм. Развитие вооруженных сил основывается на принципах нынешней и перспективной военно-политической ситуации в стране и в мире. Она также учитывает прогнозы возможных источников военной опасности для Абхазии. Президент, правительство республики, парламент Республики Абхазия уделяют постоянное внимание совершенствованию обороноспособности армии, укреплению ее материально-технической базы. Проводятся различные сборы, тренировки, учения, в том числе и совместные подразделениями дружественными Российской Федерации. Среди приоритетов нашего международного военного сотрудничества особое место занимает Российская Федерация, наш стратегический партнер и союзник. Поздравительную ноту главы государства Аслана Бжани зачитал руководитель администрации президента Абисалом Кварча. История абхазской армии – это история самоотверженности и подвигов. Уже 32 года вооруженные силы Абхазии доказывают свою способность защищать суверенитет и территориальную целостность республики. Говорится, в частности, в поздравлении. Дорогие военнослужащие вооруженных сил Абхазии, руководство страны, весь народ Абхазии гордится вами, верными защитниками Отечества.
Абхазская армия совместно с российскими коллегами сегодня надежно охраняет рубежи нашего государства. В современных условиях важно, чтобы наши вооруженные силы оставались мобильными и высокоэффективными. Государство делает все возможное для улучшения материально-технического обеспечения нашей армии. Важно также, чтобы каждый из вас ощущал поддержку и заботу общества, ведь именно это способствует формированию настоящей воинской сплоченности. Далее с торжественной речью от имени Народного собрания Абхазии выступил вице-спикер парламента Фазлибей Авицба. Создание абхазской армии стало важнейшим этапом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. И это день тех, кто отстаивал независимость республики и охраняет ее покой сегодня. Особенно благодарность заслуживают наши дорогие ветераны. Они хранят традиции, патриотизм, верность долгу и присяге, вдохновляя нынешних воинов на служение своему народу. Народное собрание парламента Республики Абхазия уделяет большое внимание боеготовности вооруженных сил, вопросами социальной защиты военнослужащих, ветеранов войны и участников боевых действий. В честь 32-й годовщины вооруженных сил указом президента Аслана Бжания ряду офицеров присвоены очередные воинские звания. В честь юбилея оборонного ведомства приказом Владимира Ануа были вручены медали за воинскую доблесть и имени Героя Абхазии генерал-лейтенанта Султана Сосналиева. Рада Чачава, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. Делегация парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба приняла участие в 41-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Ростове-на-Дону. Народное собрание республики входит в ассоциацию с 30 сентября 2005 года. В этом году ассоциированными членами стали Народные советы ДНР и ЛНР, Законодательное собрание Запорожской области и Херсонская областная дума. Повестка дня включала рассмотрение 54 вопросов, касающихся развития семейного предпринимательства и бизнеса в моногородах, мер по стабилизации энергосистемы Юга России, вопросы фармацевтической деятельности, целевого обучения в вузах, поддержки сельского хозяйства и аграриев. На пленарном заседании конференции спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба за активную плодотворную деятельность в Южно-Российской парламентской ассоциации и внесенный существенный вклад в укрепление межпарламентских связей был награжден почетной грамотой ЮРПА. Заседание Комитета органов внутренних дел приграничных регионов Министерств внутренних дел Абхазии и России прошло в Черкесске. Речь шла о противодействии террористической и экстремистской деятельности, мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, в том числе организации поставок и реализации запрещенных веществ, наращивание обмена информацией по розыску лиц, скрывающихся от органов предварительного следствия и суда, и без вести пропавших, а также о новых формах взаимодействия в части административной практики подразделений госавтоинспекции. Специальное подразделение Государственной службы охраны стало чемпионом соревнований среди спецподразделений силовых структур Абхазии. Также спецназ ГСО одержал победу и занял первое место в дуэли, проведенной по итогам общих соревнований между первыми 4 призовыми местами. Ежегодные соревнования, посвященные памяти кавалера ордена Леона Эдуарда Нерсесяна, погибшего при исполнении служебного долга в 2015 году, прошли 11 октября. В соревнованиях приняли участие специальные подразделения Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны, Таможенного комитета, СОБР, МВД. По программе учения участники выполнили упражнения по стрельбе из различных образцов штатного вооружения, сдали нормативы по связи, продемонстрировали навыки оказания доврачебной помощи. В условиях максимально приближенных к боевым военнослужащие отработали действия подразделений спецназа при проведении специальных мероприятий по нейтрализации условных преступников. Соревнования прошли на высоком уровне. Подготовка соревнований прошла тоже на высоком уровне.
И в целом то, что команды участвуют со всех подразделений Республики Абхазия, это и опыт придает сотрудникам, и соревновательный какой-то интерес у них есть. Мы видим, и командиры видят, как работают на местах соревновательных процессах сами спецназовцы. Это объединяет, это улучшает уровень подготовки, улучшает уровень дисциплины. И то, что делается постоянно, ежегодно на базе ЦСН данные соревнования, это очень хорошо, и надо это продвигать. И тут даже были задействованы команды, которые не имеют отношения к спецназу, тоже принимали участие. Главнокомандующий вооруженными силами постоянно ставит задачу перед специальными подразделениями о повышении уровня подготовки. Каждый год мы видим, что уровень подготовки намного выше. Мы видим ребят, которые подтягиваются в практической стрельбе, в физической подготовке и постоянно усовершенствуются. Это все приводит к тому, что государство больше внимания уделяет спецподразделениям, материально-техническому обеспечению. 11 октября 2024 года на базе Центра специального назначения Республики Абхазия состоялось ежегодное первенство среди силовых структур Республики Абхазия, посвященное памяти кавалера ордена Леона Эдуарда Нерсисян. В соревнованиях приняло участие 9 команд от 5 ведомств: Министерства обороны, Службы государственной безопасности, СОБР МВД, Государственного таможенного комитета и Государственной службы охраны. В состав команд входило по 5 человек и официальный представитель. Подготовку и проведение соревнований осуществляли инструкторы Центра специального назначения Республики Абхазия. Соревнование проводилось в командном зачете и состояло из 2 этапов. Группа участников прошла дистанцию из 400 метров, последовательно выполняя тактические и огневые задачи на рубежах. Выполнение комплекса упражнений начинается с выстрела снайпера, затем эвакуация раненого с поля боя, метание гранаты на точность, преодоление препятствий с использованием лестницы и каната, стрельба из стрелкового оружия по статичным и движущимся мишеням. Завершается проход команды стрельбой пулеметчика, установленного на бронемашине, и снайпера, который прикрывает работу группы. По итогам соревнования первое место заняла команда Государственной службы охраны, а также призовые места 2 и 3 заняли команды Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. К участникам соревнований с поздравительной речью обратился секретарь Совбеза Республики Абхазия генерал-майор Лолуа Рауль. Очень высокий у всех уровень подготовки. И я вижу, что Абхазия в надежных руках, в сильных руках. Самое главное, чтобы вы понимали, что служить своей стране, служить Абхазии – это великая честь. Это главное, что для мужчины может быть. Данные соревнования проводятся с 2015 года. Они являются годовой проверкой не только индивидуального мастерства участников, но и командной сплоченности. Подводя итоги первенства, председатель службы госбезопасности подполковник Учубери отметил, что соревнования выстроены таким образом, чтобы всесторонне оценить уровень подготовки боевых групп каждого спецподразделения, выявить слабые и сильные стороны подготовки, определить и наметить цели и задачи для дальнейшего повышения уровня профессиональной подготовки личного состава. По поручению президента Аслана-Бжани отремонтирована дорога, ведущая к форелевому хозяйству. Чернореченское форелевое хозяйство располагается в живописном месте. И сегодня оно открыто для посещения как для местных жителей, так и гостей республики. А новая комфортная дорога сделает путешествие еще более приятным. В этом убедилась Гугут Савартания. На протяжении долгих лет дорога, ведущая к форелевому хозяйству в селе Бармыш, была в удручающем состоянии. Ездить по ней владельцам автомобилей было непросто. Также по этому участку пролегает и путь школьного автобуса, направляющегося в соседнее село Атхара. В этом году по инициативе президента Аслана-Бжани дорога была отремонтирована, уложено более 3 километров асфальтного покрытия. حيحبر شكسك أقرأت عبري إيش قصة حاجة حيحبيه خان حبسنا خدا حبرزيدين أصلا جارجفة سنتا
Яйт, явагит, добра, жипшим, рызыгап, сарычкан, шарокан, яусарван, яхзухартит. По словам главы села Бармиш Геннадия Нанба, в прежние годы здесь проводились ремонтные работы, но таких масштабных не было. Местные жители рассказывают, если раньше добираться до форелевого хозяйства было сложно, то сейчас дорога занимает менее 10 минут. Чернореченское форелевое хозяйство располагается в живописном месте, и сегодня оно открыто для посещения как местных жителей, так и гостей республики. А новая комфортная дорога сделает путешествие еще более приятным. Гугут Савардания, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. Более 30 лет ветеран Отечественной войны народа Абхазии Отар Багателя искал своего лечащего врача, который сумел сохранить ему обе ноги от ампутации после тяжелого ранения. И вот долгожданная встреча состоялась. Об истории одного бойца и врача-хирурга, которых связала война, в материале Алеки Трапш. Встреча пациента и врача состоялась благодаря усилиям журналиста профессора Екатерины Бебья, которая часто проводит встречи ветеранов со своими студентами. На одной из таких встреч ветеран Отар Багателя и поведал свою историю. Его спасителем оказался врач-хирург Сергей Тания из Санкт-Петербурга. Я сразу подумала, что, наверное, русский из Санкт-Петербурга. Он говорит, нет, он абхаз. И сказали, что Сергей. Мы узнали, что это вы. Дело в том, что я послала свое сообщение Ирине Домене в Санкт-Петербург, и она очень быстро нашла и телефон, и все координаты. И мы договорились о встрече. Во время Отечественной войны народа Абхазии Отару Багателя было 22 года. Воевал на Восточном фронте. 11 апреля 1993 года его группа попала под минометный обстрел. В результате Отар Багателя получил тяжелое ранение обеих конечностей и позвоночника. Раненого бойца сперва лечили в Ткачалском госпитале, а уже затем перевезли в Гудауту, где врач-хирург Сергей Таня из Санкт-Петербурга сумел сохранить его обе ноги. Выхожу из наркоза, надо мной 3 бутылки фурацилина стоят, 3 трубки входят в ноги, и около 9 трубок выходят из него. Это, вы понимаете, такая паутина. И спустя какое-то время, когда я почувствовал дискомфорт, пригласили доктора. Сергей Шаликович приходит и начинает настраивать вот эти трубки, где забивается, пробивает, то все. Вот эти моменты я смотрел, и видно было, что молодой специалист, но мне это как-то, знаете, очень было, почему-то было мне близко. После того, как я встал на ноги и тому подобное, у меня даже в свое время какое-то было желание получить второе образование медицинское. Я вам честно скажу. Исходя из всего этого. Да, но больше мне тянуло к травматологии, я признаюсь, но это не получилось. И вот так вот сохранили мне обе конечности. Да. Военный врач-хирург Сергей Таня в настоящее время является руководителем сочетанной травмы Института скорой помощи имени Дженилидзе в Санкт-Петербурге и профессором кафедры военно-полевой и экстремальной медицины Педиатрического государственного университета. Когда началась война, ему было 27 лет. В сентябре 1992 года он приехал в Абхазию и всю войну провел в Гудаутском госпитале, спасая жизни наших бойцов. Абхаз всегда привезет человека, если он даже еле дышит. Всегда. Безусловно, конечно, такие люди были. Это состояние называется терминальное, но, тем не менее, последние секунды жизни или минуты жизни мы им тоже облегчали. В основном, конечно, это тяжелые ранения, которые требовали операции. Обязательно, примерно, среднее статистическое время оперативного вмешательства 3 часа плюс. Меньше нету, потому что легких не было. Легкие, абхазский воин, если легкое ранение его перевязали, все, через 5 минут его нету.
он уехал. На счету у врача-хирурга Сергея Таня и его коллег сотни спасенных жизней во время войны. Детали лечения Отара Богателя врач сейчас не помнит, потому что таких тяжелых пациентов было много. В годы войны в Гудаузском госпитале было открыто специальное гнойное отделение, которое возглавлял Сергей Таня. Ситуация, если она такая, при гнойных осложнениях, она непростая. То есть ты выбираешь, есть шанс ему выжить, он маленький, с ногами, но маленький. И очень большой шанс без конечности. Ты знаешь, что почти 100%. Человек лишается конечности, но он точно выживет. И тут нужно было, конечно, выбирать, если стоял такой вопрос, чтобы ты этот промежуток времени не пропустил. Если будет генерализованный сепсис, ничего не успеешь. Тяжелое будет осложнение, не успеешь. Я уже не говорю, что начала формироваться суперинфекция. Поэтому это отделение отдельно создали. Оно было единственное отделение вообще. На встрече присутствовала и супруга Сергея Таня Галина. Она рассказала, что накануне начала войны, 13 августа, у супругов родился сын. Но радость молодых родителей была омрачена вестью из Абхазии. Решение супруга вернуться на родину Галина поддержала. Устроив семью в Санкт-Петербурге, Сергей Таня выехал домой. А мне по телефону говорил только танки в Сухуми, танки в Сухуми. И все, в общем... Он, конечно, очень любит свою землю, свою страну. Пришлось ему уехать, потому что он сказал, что нужно спасать родину, спасать солдат, людей. Я, говорю, что смогу, то буду делать там. Я хоть здесь не находилась, но я вот это испытала, эту боль, такую печаль и горечь, что не передать словами. Несмотря на занятость и плотный график в работе, врач-хирург Сергей Таня приехал из Санкт-Петербурга на встречу с бывшим пациентом Отаром Богателя. Я не ждал, что меня узнают или там еще что-то. Для меня важно было, чтобы о нем, о нашем герое узнала Абхазия. Совсем не важно, что человек меня не помнит. Главное, чтобы его помнили, его знали на родине. Благодаря грамотным квалифицированным докторам в годы Отечественной войны народа Абхазии медики сумели сохранить жизни тяжело раненым бойцам и гражданам. А долгожданная встреча ветерана Отара Богателя и врача-хирурга Сергея Таня является ярким примером того, что здоровые и благодарные пациенты – лучшая награда для врачей. Алика Трапшка, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. 11 октября Гал отмечает День города. Самый восточный город Абхазии получил свой статус в 1932 году. В День города в Гале был организован праздничный концерт. Конечно же, здесь встречали гостей с хлебом, солью, а также с песнями и национальными танцами. О том, как город отметил день рождения, в материале наших коллег из Галмедиа. В 92-ю годовщину со дня основания города Гал День города отмечается с особым размахом. Одно из мероприятий – праздничная ярмарка, где каждое село и школа района накрыли национальные столы с разными вкусностями и традиционными блюдами. Этот день объединяет не только жителей нашего города, но и всех, кому дорог Гал, кто причастен к нему, кто своим трудом формирует успешное настоящее и будущее города. Конечно, в первую очередь это праздник горожан, людей, которые родились и выросли в Гале. День города – это самый любимый праздник горожан. Как вы видите, в городском парке жители города стали участниками прекрасной ярмарки. Это урожай осени, национальные блюда. Также, пользуясь случаем, я хочу пожелать каждому жителю города Гал благополучия, счастья, крепкого здоровья и чтобы каждый любил свой город. Я думаю, что от нас очень многое зависит. Если каждый будет нести свою лепту в развитие нашего города, то все у нас будет прекрасно. А самое ценное, то, что есть в нашем городе, это наши гостеприимные жители. Поэтому я желаю, чтобы в нашем городе всегда было ясное, чистое небо. Нашему гостеприимному городу Гал сегодня исполняется 92 года, с чем мы его поздравляем. Поздравляем всех жителей города Гал и его района. Мира им, процветания. Все посетители ярмарки могли угоститься и поднять тост за процветание города и страны. Каждый отдел администрации Галского района украсил свой стол разными кувшинами и национальными атрибутами.
отличился отдел ЦРБ. Каждая сладость здесь была изготовлена в форме пробирок. Даже в капельницах вместо физраствора было вино. Украшением стал также макет скелета. Для маленьких гостей приятным развлечением стала игра аниматоров, которые были одеты в костюмы героев известных сказок и фильмов. Дети могли танцевать, отгадывать загадки и участвовать в разных играх. Прекрасно. Все вокруг в ярких цветах осени. Гости делятся эмоциями, и каждый радуется сегодняшнему дню. В продолжении мероприятия пройдет праздничный концерт и церемония награждения лучших работников района, а завершится День города Гал большим салютом, который, несомненно, порадует и взрослых, и детей. Тея Басария, Михаил Гергидава, Гал Медиа. В Абхазском государственном университете состоялось награждение специальными сертификатами педагогов по биологии и химии, которые прошли курсы повышения квалификации при университете. На церемонии вручения была Ульяна Рожкова. Еще в марте этого года была завершена установочная сессия для педагогов по биологии и химии. В курсах принимали участие учителя общеобразовательных школ Галского, Ткорчалского, Ачимчирского и Гулрыбского районов. Работа проходила в заочном формате. Учителя прошли через лекции, семинары, тренинги, мастер-классы и завершили свое повышение квалификации письменными экзаменационными работами и рефератами. Каждый из вас написал письменную квалификационную работу, реферат, и все, которые получили зачеты, уже вы сегодня получаете сертификат об окончании курсов повышения квалификации. С чем мы вас и поздравляем. В современном обществе и с появлением новых профессий яро ощущается нехватка педагогов. Будущее страны – это учителя, люди, без которых не воспитать образованное поколение. Целью курсов повышения квалификации является совершенствование профессиональной компетенции педагога, знакомство с наиболее важными современными методиками. Как говорил римский философ, «Век живи, век учись». Для учителей восточных районов Абхазии данный сертификат станет шагом в новый мир знаний и методик. Наши лучшие педагоги работали с вами, и я надеюсь на то, что вы в течение этого периода все же какие-то интересные вещи почерпнули. Получили ответы на какие-то вопросы, увидели новые методики, подходы. Вы, во-первых, в большей части выпускники нашего университета, поэтому так или иначе поддерживаете связи, контакт с родным университетом. Но при этом мы с каждым годом все больше и больше ощущаем такую проблему, как проблема контингента. Преподаватели биолого-географического факультета пожелали педагогам успехов в работе, отмечая, что все показали хорошие результаты. Работа была интересна нам, и я думаю, что вам. Это была обратная связь. И определенные хорошие результаты, я думаю, что в совместной работе достигнуты, которые будут использоваться на уроках. Вот. Ваши выпускники придут к нам, и у нас будет такой цикл взаимосвязи. 33 учителям были выданы сертификаты о повышении квалификации. Стоит отметить, что Республиканский центр регулярно проводит курсы для учителей из всех районов Абхазии по разным направлениям. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В рамках направления «Ведущие театры» на сценах Ростовского государственного музыкального театра 10-11 октября и Краснодарского академического театра драмы имени Горького 14-15 октября пройдут показы спектакля «12» в постановке Никиты Михалкова. 18 и 19 октября спектакль «12» покажут в Сочи на сцене Зимнего театра. Напомним, что в спектакле задействованы юные танцоры московского ансамбля «Амцебыс» под руководством Лаши Марухуба.
Абхазская железная дорога за свой счет меняет кровлю многоквартирного дома в селе Аныхапстагагарского района. В июне этого года здесь произошел пожар, а здание с 1974 года находится на балансе АЖД. Сария Кварацхеля расскажет подробнее. В селе Аныхапстагагарского района летом текущего года произошел пожар в трехэтажном многоквартирном доме. В результате крыша дома полностью сгорела, пострадали квартиры. На сегодняшний день здесь живут 6 семей. Был день рождения у меня, мы сидели все. У меня дочка, зять, все сидели. И я дочке говорю, дровами пахнет. Она выглянула, мама говорит, на море отдыхающие, наверное, костер жгут. Потом дальше сидим опять. Я дочке говорю, что пахнет дровами. Она выскакивает, пожар. Выскакивайте все. Благодарны и этим пожарным. 3 расчета за 7 минут приехали. Пожар за короткое время был ликвидирован. Никто из жильцов не пострадал. У меня прихожка, она же рядом, соседка. Прихожка выгорела, там потолок, обои, все вот это. Но я пока не делаю ремонт. Пока крышу не доделают, потом начну что-нибудь, что своими силами смогу. Может, государство поможет, буду только рада. Он только бедный ремонт сделал, 10 лет делал ремонт, и все сгорело. И внутри, и даже этот ремонт, что он делал, все осыпалось там от температуры. С 1974 года часть здания находится на балансе Абхазской железной дороги. Ранее здесь проводились работы по замене кровли, и сегодня АЖД за свой счет меняет крышу. Работы завершатся в течение 2 недель. Купальный сезон в Абхазии официально считается закрытым с середины октября. Совместным решением глав администрации районов и государственной инспекции по маломерным судам МЧС после 15 октября все прибрежные объекты по обеспечению безопасного отдыха на воде сворачиваются до нового курортного сезона. Пляжи будут считаться небезопасными для купания, о чем МЧС доводит до сведения граждан и гостей Абхазии. В городе Чимчира купальный сезон закрыт с 1 октября. Первый экстремальный триатлон «Нартмен-2024» пройдет в Абхазии с 11 по 13 октября. Маршрут соревнования охватит почти всю республику – от Гала до озера Рица и составит 234 километра. Как рассказал президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барцец, маршрут разделен на 3 этапа. Плавательный в Галском водохранилище, велосипедный от Галского водохранилища до озера Рица, беговой от озера Рица мимо Чапгарского карниза, ущелья Каменный мешок, водопада Мужские слезы до Гегского водопада. Затем в горах к озеру Малая Рица. В экстремальном триатлоне примут участие 14 спортсменов в личном зачете и 1 команда из 3 человек в командном зачете. Мероприятие организовано Федерацией триатлона Абхазии тренером по триатлону и бегу Антоном Харченко. Соревнования пройдут при поддержке компании «Амобайл» и Госкомспорта. Информационный партнер «Спутник Абхазия». А сейчас о погоде. В пятницу, 11 октября, ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем 22-27. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.